Отложить на 3 месяца выплаты налогов и страховых взносов для сферы общественного питания и других услуг предложил президент России Владимир Путин. Российский лидер подчеркнул, что власти делают особый акцент на поддержке малого и среднего бизнеса. Для таких компаний вдвое снижены страховые взносы с 30% сразу до 15%, причем не на текущий, только кризисный период, а на постоянной основе, напомнил Путин. Как пояснил глава государства, в пострадавших отраслях не всем компаниям удалось восстановить прежнее положение, и у них остались проблемы из-за перебоев в работе во время пандемии. Прежде всего в такой ситуации оказались рестораны, кафе и прочие организации, оказывающие услуги. Именно поэтому президент считает необходимым продлить уже предоставленную отсрочку по налогам и страховым взносам еще на 3 месяца. В России предложили создать новый тип индивидуального инвестиционного счета. С инициативой выступил Центробанк. Этот инструмент нужен для инвестиций на срок от 10 лет. Уточняется, что сумма на счете ограничиваться не будет. В перспективе это может стать заменой банковским вкладам. Индивидуальный инвестиционный счет предоставляет возможность частным лицам получать налоговые вычеты при инвестировании. С 2015 года россияне могут открывать такие счета у брокера или управляющей компании. Инвестиционные счета могут быть двух типов. Первый работает как депозит и позволяет положить на счет не более 1 000 000 рублей в год и дает возможность получить налоговый вычет в 13%. По инвестиционному счету второго типа можно не платить налог от дохода с ценных бумаг. В первой половине 2020 года объем операций, совершенных без согласия клиентов, составил около 4 миллиардов рублей. При этом банки возместили клиентам лишь 485 миллионов или 12% похищенного. В подавляющем большинстве случаев хищения совершаются с использованием методов социальной инженерии. Мошенники звонят по телефону и вынуждают граждан называть коды карт, учетные данные интернет-банка, пароли из СМС. В этом случае клиенты нарушают условия договора с банком, и средства, украденные таким образом, не возмещаются, поясняют в Центробанке низкую долю возмещаемых средств. Согласно закону о национальной платежной системе, банк обязан возместить похищенные со счета средства, если клиент вовремя, не позднее следующего за списанием денег дня, сообщил об этом в банк. Однако, если клиент при этом нарушил порядок использования электронного средства платежа, например, сообщил пароль для подтверждения операции, банк не несет ответственности перед клиентом. С 1 ноября для оформления выплаты на детей с 3 до 7 лет гражданам не придется предоставлять документы, содержащие сведения об алиментах. Госорганы будут сами получать эту информацию через систему межведомственного электронного взаимодействия. Ежемесячные пособия на детей от 3 до 7 лет введены с 1 января этого года указом президента. Их получают семьи с низкими доходами. Выплаты начались с 1 июня. Пособие в размере 50% регионального прожиточного минимума для детей можно оформить на портале госуслуг или в МФЦ. Граждане России смогут получать налоговые вычеты за занятия физической культурой. Соответствующие положения внесены в Закон о физической культуре и спорте в Российской Федерации и Налоговый кодекс, сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко. По его словам, правительство России ставит перед собой амбициозную цель к 2030 году простимулировать до 70% населения страны к занятиям спортом на регулярной основе. Чернышенко отметил, что налоговый вычет, то есть своего рода финансовое поощрение граждан, это верный шаг. Это даст возможность нашим гражданам получать налоговый вычет за физкультурно-оздоровительные услуги. Максимальный возврат составит 15 600 рублей в год, сказал вице-премьер.